С некоторых пор осетинскую веру начали называть там Ирондин, Аздин и так далее. Как вы к этому относитесь? Астин или Уастин – это не противоречит осетинскому, потому что в осетинском было понятие «уас». «Уас» в какой-то степени отложилось на этническом названии «ос» – осетин. А осетины в прежние времена, в основном до революции, называли себя не только как этнос осетинами, но и по своим религиозным верованиям. То есть для них вот этническое название, их обрядовая культура и в том числе и религиозные воззрения, это было одно целое. И поэтому всегда, вот если тексты старые посмотреть, то всегда вот свою религию они обозначали так Ирондин или Дюгорундин. Можете вот на примере грузин привести, вот как они их обозначали? Грузины тоже термином оси патронизовали не только этнос, но и религию. И у них даже, так скажем, казус был, вот, когда массово стали принимать христианство в XIX веке, крестили в церкви, и в церковных книгах записывали, кого крестили. Но, естественно, вот они были в затруднении, потому что когда осетин принимал крещение, то не знали, как его записать. Оси, но он же уже не Оси, раз он христианство принял. Но тогда как? Возникало, да? Но он же не другой национальности, раз он принял христианство, тогда как? И они придумали термин «бывший осетин», то есть Оси Копели, бывший осетин. К примеру, также в церковных книгах был записан отец Сталина «сапожник», бывший осетин. Почему исчезло вот это понятие? Потому что после революции все стали атеистами, и религиозный момент отошел уже в небытие, и, соответственно, под этническим названием осетин или ирон или дюгорон стали патронизовать только этническое название. И на сегодня, естественно, это уже воспринимают только как этническое название. Сегодня те, которые вот вместо осетин употребляют астин или уастин, они фактически возвращают в старый вариант произношения ос. Я не исповедую ислам, не христианство. Вот когда меня спрашивают, ты какую религию исповедуешь, я всегда говорю, что никакую. Ты атеистка? Нет, я в Бога верю. А вы вот как бы ответили, вы кто? Я бы ответил, что я осетин. Но это такой веры нет. Это для спрашивающего нет. Например, вы бахаит? Нет. Потому что даже не знаете, что это такое, правильно. Но от того, что вы не знаете про веру Бахаи, это не говорит о том, что такой религии не существует. Фактически нас приучили к тому, что вот осетин – это этническое название, а осетины только христиане и мусульмане. Даже те, которые говорят, что они свою веру исповедуют и даже готовы себя называть язычниками, они не в чистом виде исповедуют. У них так называемые синкретические верования, то есть смешано христианское или осетинско-мусульманское. Между прочим, вот когда переспрашивают, а вы язычники, дело в том, что еще до революции в начале XX века осетины язычниками называли православных. Почему осетины и плохо принимали и мусульманство, и продолжали свое исповедовать? Потому что многие моменты тоже для осетина это тоже звучали как языческие, как богохульство. И для осетина ничего, кроме Бога, не существовало. А то, что вот осетины называют жатта, дауджита, это четко видно, вот, к примеру, в текстах, которые собрал Михаил Гарданти, и когда он объясняет, что такое жатта, дауджита и тому прочее, то он говорит, что это
хусаук абашта. То есть это фактически это проявление самого Бога. Могу я их назвать посредниками? Нет, это не посредники. Это для нас может оказаться посредником, то есть как бы являются посредником, но это проявление самого Бога, а его проявление это и есть тот же самый Бог. В чем отличие от мусульманства и от христианства? В христианстве и в мусульманстве якобы Бог создал множество ангелов, архангелов, бесов даже, которым нет числа и число которых только сам Бог знает. В осетинском Бог создал только 3 мира, в котором в среднем мире, где пребывает только человек. И то, что окружает человека, это дано для человеку для того, чтобы он стал выполнять те задачи, которые перед ним ставятся. И фактически между Богом и человеком в осетинском нет ничего. А то, что жатта или даудžiта говорят, они эти проявления, которые как бы помогают человеку объектировать свои мысли и более... Куда направлять? Да. Например, если вы скажете, дай мне ложку, а кто тебе даст ложку? А если конкретно спросишь, дай мне Федар ложку или дай мне Амир ложку, то Амир или Федар тебе даст эту ложку. А почему я через кого-то? Почему? Это не через кого-то, это просто уточняешь свою мысль. То есть абстрактно мыслить очень сложно. А когда ты из этой абстракции что-то конкретное выбираешь, направленное, то ты легче формируешь свою мысль. То есть, когда меня будут называть язычником, мне надо противиться? Дело не в том, как тебя называют, дело в том, что как ты себя считаешь, и кем ты себя считаешь, и кем ты себя воспринимаешь. К примеру, любая религия старалась адептов других религий называть уничижительно. Естественно, и любое действие, даже не вникая в суть, они старались назвать язычником или еще чем-то, чтобы сподвигнуть человека принять его веру? Чтобы его, во-первых, для своих адептов показать, что отрицательную его сторону, и не надо быть тем, надо быть этим. И, с другой стороны, того тоже убедить. Как 200 лет осетин убеждали, что это вы язычники, христианство или мусульманство, это единобожие. Вообще, зачем нужна религия, как вы думаете? Религия, прежде всего, это идеология государства. Почему духовность, понятие духовности тоже связывают с религией? Я с этим тоже не согласна. Например, в советское время почему-то насаждали и эту нравственность вне контекста религии. Когда за основу идеологии берется определенная религия, естественно, и духовность, и все, что связано с обществом, стараются через рамки этой религии. Но, к примеру, осетинские верования, они не могли стать даже государственной. Почему? Потому что осетинские верования не могут выполнять роль государственной идеологии. Потому что для осетина важно было не сам факт принадлежности, к примеру, той религии или этим верованиям, а факт того, какой путь для себя избрал, и по какому ты пути идешь, и что для себя принимаешь. Авраамистических религий отличается чем? Там нет выбора фактически, хотя там постоянно объявляют, что дал выбор человеку Бог, но нет выбора, потому что Библия или
особенно Коран требует беспрекословного подчинения и исполнения вот всех этих требований. А если ты не понимаешь, это не твое дело, следуй, а Бог разберется. И не надо думать, за тебя думает Бог. А в астинском наоборот, Бог создал тебя и дал тебе все, что необходимо. И этот мир создал таким универсальным, идеальным, что без его постоянного вмешательства все работает. И человек тоже должен достигнуть того уровня, который ему предначертан, без вмешательства Бога. То есть вот Он тебя создал, дал тебе мозги, все, что необходимо, а ты сам выбирай. Вот я от многих часто слышу, что мне, может быть, какие-то вещи никто никогда не говорил, но я генетически уже понимала, что такое хорошо, что такое плохо. Вот эти архетипы и работают. Говорят, Бог един. Да, Бог един, но понимание Бога у всех религий и у всех народов свое. И вот в астинском, как не сегодня, я имею в виду, а вот, к примеру, в XIX веке, как воспринимали и понимали Бога. Бог виден нам, то есть и хорошее, и плохое – это от Бога. К примеру, в христианстве или в мусульманстве все хорошее от Бога, а все плохое, отрицательное – это от дьявола. В астинском это все осталось в одном единстве. И астины говорили, что ты, говорит, твоя молитва не Богу нужна, а твоя молитва тебе нужна, потому что ты, говорит, в своей молитве, когда обращаешься, ты просишь, чтобы Он тебя наделил из своего хорошего, а защитил от своего плохого. Когда в других религиях говорят, что вот ты делай хорошее, и Бог тебе поможет, а когда ты плохое делаешь, то это ты в копилку дьявола, к примеру. Это получается, что помимо Бога существует еще и дьявол. А это уже для осетина богохульство. Кроме Бога и ничего не может существовать, тем более, который может влиять на человека и творить. Отсюда и, наверное, чисакану яхисан. Правильно, когда ты делаешь хорошее, ты затем возвращаешься в ту сторону, где хорошее, в сторону хорошего. А если ты делаешь, творишь и перевешивает плохое, ты возвращаешься в сторону плохого, но ты в Бога. Но разница в чем? Хорошее никогда против личности или против кого-то не направлено. И хорошее как бы толерантен ко всякому мнению и ко всем. Поэтому ты сохраняешь свое «я». Человек живет до тех пор, пока сохраняется его «я», пока он… он современным языком. Современным языком «я» – это личность. Когда ты возвращаешься, так скажем, в плохое, то это плохое, скажем так, хаос. Да? Твой опыт как бы остается там, но зло направлено и против самого зла. То есть зло начинает уничтожать и самого себя, и перемалывая, уничтожает и твое «я». И здесь и кроется вот разница в этом, и, то есть твое «я» погибает. Поэтому Астин всегда боялся сделать что-то плохое. Этот грех в любом случае останется. Сама жизнь, сам быт был построен так, что мне какой-то сторонней силы для устрашения моей совести, моего «я» не нужно было. Главное, вот из чего исходил вот осетин, чтобы не допускать ошибок и грех, это не наноси вред другому. Очень сложно бывает иногда определить, а что может быть грехом, а что не может. Иногда то, что мы считаем грехом, может оказываться наоборот благом. И каждый тогда обычай, каждый ритуал, он обозначает какое-то понятие, да? Так получается? Каждый ритуал обозначал, конечно, свое понятие, но в большинстве ритуалов
осетинских были направлены на воспроизведение творения мира. И человек, когда постоянно в своих ритуалах повторял это же творение, и когда он повторял это творение, в балансе было все время, получалось, что он тем самым сохранял. Вы из легенд, вы помните, даже из быта осетинского, помните, когда во время затмения Луны дети выходили, или люди выходили и начинали колотить, то есть отгоняли для устрашения якобы злых сил. Якобы Самель или Руймон, так называемый дракон, который прикован у Асила к Луне, псы этого дракона, они лижут цепь, которую он прикован, и чем тоньше становится, тем и он может разорвать, якобы потом погубит. И чтобы эти цепи не стали тонкими, не разорвал он, кузнецы что делали? Куют что-нибудь, и всегда лишний раз должен был ударить, должны были сделать по наковальне. И тем самым воспроизводили заново целостность этой цепи. Точно по такой же схеме и ритуалы осетинские действовали. То есть, когда осетин воспроизводил это творение мира, он таким образом способствовал сохранению этого мира. Современные люди, сейчас, когда нас слушают, то, что мы сейчас говорим, это уже не дикость для них? Во многом дикость, потому что они, даже если думали по этим вопросам, то они уже думали глазами христианина или мусульманина, и где фактически даже в какой-то степени противоречат. И поэтому то, что для них уже реальность, то, о чем я говорю, это совершенно неприемлемо и противоречит их фактически мировоззрению